Однажды старейшина Данифарского общества Ессе Кануков сидел на крыше своей башни и по привычке обозревал окрестности. Он увидел, что вдалеке на поляне Таторс что-то сверкает, и немедленно позвал одного из своих воинов. До сих пор мои глаза видели одно лишь солнце, а теперь их стало два. Что за диво? Отправляйся на поляну и выясни, в чем дело. Оказалось, что блестели золотые рога быков, которых кабардинский князь отправил пастись на землю Данифарса. Видимо, он хотел показать осетинам, какой он могущественный и богатый. Но Ессе Кануков велел зарезать тех быков и устроил пир для всего Данифарского общества. В самый разгар застолья к Ессе подошли двое осетин – Сафар-Али и Муртазали. Они сообщили, что кабардинский князь прислал их с ультиматумом. Кабардинское войско окружило вас и ожидает приказа напасть. Твои люди зарезали быков великого царя Асланбека, и теперь в уплату этого оскорбления ваше общество будет подчиняться ему. А прямо сейчас вы обязаны заплатить князю дань на 7 лет вперед. Иначе его армия превратит Данифарс в пыль. Ты, Сафар-Али, состарился в поисках бесплатного угощения, а ты, Муртазали, всю жизнь был мальчиком на побегушках. Передайте вашему князю, если он добрый гость, то я пошлю ему на завтрак чурек с сыром, а на обед мясо и алутун. Если же он пришел не как гость, то я загоню его в подвал Кожиевых к пятнистым свиньям. Князь пришел в ярость от дерзости Ессе Канукова и решил напасть на Данифарс без предупреждения ранним утром. На рассвете он совершал омовение и попросил у Аллаха помощи в своей войне, и вдруг раздался выстрел, и кувшин князя разлетелся вдребезги. Испуганные воины сообщили, что стреляли со стороны Кануковской башни. Князь во второй раз послал к Ессе парламентеров, которые чувствовали себя уже не так уверенно. Ессе, царь Асланбек просил задать тебе лишь один вопрос. Ты целился в князя или в его кувшин? А вы спросите своего князя, что больше, его тело или его кувшин. Если с такого огромного расстояния я попал в кувшин, то в самого князя грех не попасть. Царь Асланбек, услышав это, решил не искушать судьбу и поскорее убрался с территории Алании вместе